Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады снова вас приветствовать. У нас сегодня в гостях наши традиционные эксперты Зайнидин Карпекович Курманов и Нурлан Берикович Садыков. Темой сегодняшнего обсуждения мы выбрали парламент, потому что, согласитесь, сразу после того, как закончились выборы, и мы в состоянии такого пока спокойного ожидания инаугурации и начала деятельности нового избранного президента Сооронбая Жээнбекова, видим, как центр политической активности перенесся в законодательную ветвь власти. Вчера, 25 октября, парламент выбрал нового спикера. Им стал представитель фракции Кыргызстан Дастан Жумабеков. Сегодня, 26 числа, парламент будет выбирать новых вице-спикеров. И наряду с этим активизировались разговоры, которые начались еще в прошлом году, о возможном досрочном распуске парламента. И, конечно, этот вопрос нас интересует больше всего, поскольку после вот этого марафона, связанного с президентскими выборами, да, когда вся страна практически оказалась такой вздыбленной, еще не успели остыть эмоции, да, грозит ли нам новая выборная кампания? Причем мы должны помнить по опыту двух прежних выборов Джоркенеш, что парламентские выборы, они, конечно, имеют совсем другую природу и характер, да? Они более шумные, они более многочисленные, там конкуренция, конечно, во много крат выше, нежели на выборах президента. Тут давайте сегодня порассуждаем с помощью наших уважаемых экспертов. И Зайнидин Карпекович, ну, первое слово вам. Вопроса, собственно говоря, нет, потому что такая запутанная, туманная ситуация, что даже не знаешь, как сформулировать проблематику. Попробуйте просто высказать свою точку зрения, что происходит. Ну, это происходит, разговоры о возможном распуске парламента происходят из-за того, что президент раздал обещания предвыборные, и он не сможет выполнить свои обещания, если в парламенте будут преобладать силы, оппозиционные ему. Поэтому парламент, президент имеет определенную связку. После президентских выборов вот, делают специально в демократических странах такой цикл, чтобы после избрания президента, там, через полгода или год, вот, например, как во Франции, состоялись выборы парламента. И за год или полгода избранный президент растерять свой политический багаж не может. Его партия побеждает на выборах парламентских, формирует правительство, которое помогает президенту реализовать свою программу. Но у нас разбалансировано все в смысле мандаты. У президента 6 лет, у парламента 5, у органов местного самоуправления 4. Вот эта разбалансированность не дает вести какую-то осмысленную политику. Все время мы становимся перед какими-то рисками, фактами и так далее, и так далее. Не сможем то вертикаль власти построить, то горизонталь власти. Все время циклы не совпадают, и предсказуемость политики решать только одним путем, административным, бюрократическим. И вот президент победил, вместе в его выборах участвовала его команда, которым теперь надо раздать награды, в том числе и в виде должностей депутатских.
И встает вопрос, что делать с этим парламентом? Распустить, как вы говорите, или же дать ему дожить до конца? А дожить до конца — это какой год? Это до 2020 года. У него мандат заканчивается у президента в 23-м. Что, он будет 3 года ждать, что ли? За это время, как говорится. Конечно, наш парламент имеет определенную особенность. Вот есть ли необходимость его распускать или самораспускать? В Конституции нет статьи, которая дает право президенту распустить. Но механизмов можно запустить механизм самораспуска. И тогда этот парламент не выживет. Есть ли смысл? Я думаю, киргизские депутаты, они конформисты первой марки. То есть вчера у них был один хозяин, сегодня может стать другой. Сейчас центр тяжести всех фракций начнет переходить в сторону победившего президента, как это мы неоднократно видели, как это происходило в истории, когда Акаев побеждал, все старались попасть во власть. Вот особенно это хорошо было видно на примере 5-го созыва. Ну а 6-й созыв ничем лучшим не отличается, он еще более покорный. Какую-то угрозу, конфронтацию он не создает. Но вот решается другая проблема. А как быть со своими соратниками, которые оказали поддержку при победе? И второй вопрос, который стоит ребром, может быть, надо зачистить парламент от враждебных сил, в виде которых, наверное, выступает Атамекен, хотя сейчас там уже, в принципе, никого не осталось из бойцов. От партии Бабанова избавиться, может быть, от партии «Юный прогресс». И вот такая дилемма. И судя по тому, как у нас же вообще нету политики в области государственного управления, поэтому нам все время приходится гадать на кофейных гущах. Ну, в частности, например, на публикации официальной проправительственной газеты «Вечерний Бишкек». Они сделали запуск информации о том, что возможен самораспуск или распуск парламента и так далее, так далее. То есть начинается как бы вброс информации, чтобы определить общественное мнение, как оно настроено, позитивно или не позитивно. Можно ли это реализовать с большими потерями или с малыми потерями. В европейских странах распуск парламента – это кризис, это свидетельство политического кризиса, который может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому на Западе распуск парламента не приветствуется. Во-вторых, там парламент отношение другое, чем у нас. Парламент там защищает действительно интересы населения, парламентаризм там выстрадан, прошел испытания веками, историей. Депутаты – это личности, которые яркие, практически все премьеры, президенты, министры выходят из состава депутатов. Поэтому отношение к распуску парламента в демократических или развитых странах весьма отрицательное. У нас же к парламенту отношения весьма прохладные во все времена. И если распустят нынешний парламент, тоже не будет слез, там, проклятий, руки ломать. Но ситуация может выйти из-под контроля. То, что вы говорите, очень много эмоций и так далее. Да, вокруг парламентских выборов там сколько кандидатов будет. Каждый может вывести там своих родственников в случае нечестных и несправедливых выборов. Поэтому риски существуют. Риски существуют. Тем более международная ситуация сейчас не совсем благоприятна с соседними странами, с другими странами. Вот все это надо прочитать перед тем, как принимать какие-то судьбоносные решения. Ну, ладно, может быть, у тебя какие-то мысли? Да, все такие риски существуют теоретически, но, на мой взгляд, я думаю, что
Как такового самороспуска не думаю, что он будет, самороспуск, потому что, во-первых, новый президент, вступая в должность, он будет еще не сразу набирать силу такую определенную. Для этого требуется время. Поэтому для того, чтобы президент обязательно должен иметь определенные какие-то отношения для того, чтобы видеть перспективу взаимосвязи между парламентом и президентом. Будут ли какие-то конфликты вокруг в их отношениях или нет? Все это покажет время. И, естественно, для президента, для того, чтобы он окреп, стал на ноги, так сказать, освоился, требуется время, ну, не менее года, не менее года. А там уже, если по истечении года пройдет время определенное, то недолго остается и до следующих выборов. Я думаю, все-таки новый президент будет сосредоточен на формировании какой-то новой политической команды своей и определить какие-то задачи, перспективы. Только после этого, наверное, будет ясен вопрос, насколько целесообразно заниматься этим вопросом, да, распуска парламента. А так как вот я согласен с Зениным Копейковичем, у нас практически сегодня нет никаких правовых оснований для распуска. Самороспуск теоретически возможен, если проявит волю, да, большинство депутатов. Если какая-то фракция Да. принимать участие в заседании. Да. Вот, например, было в Германии, когда к власти пришел Гитлер, и президент Германии Гинденбург отказывался Гитлера назначать на должность председателя правительства, канцлера. И тогда члены партии фашисты, НСДАП, перестали ходить на заседания. Кворума не было. Потом вторые выборы провели, опять кворума не было. Третьи выборы провели, опять кворума нет. Фашисты все время набирают все больше и больше голосов. Ну и Гинденбург, который люто ненавидел фашистов, был вынужден, чтобы не провалиться. Страна же не может жить все время в состоянии выборов. И он назначил его на должность канцлера, ну а потом все покатилось. Так что... Ну, Зенит Карпевич, вы не зря упомянули о конформизме, да, подавляющей части депутатского корпуса нынешнего, поэтому ваш исторический пример, конечно, он очень красочен, да, очень интересен, но я не уверен, что какая-либо из фракций сможет занять, да, какую-то такую принципиальную позицию. Принципиальную, конечно, не в смысле, да, которая роднила бы их с событиями 30-х годов прошлого года и с НСДАП. Но вот это значит, что нынешний парламент будет также находить точки соприкосновения с новым президентом, скорее всего. Но вот тут очень интересный вопрос возникает в связи с уходящим президентом Атамбаевым. Мы увидели, да, что на самом деле никакой хромой утки у нас не было. А Алмазбек Шаршенович сыграл очень важную, может быть, даже практически решающую роль на финише президентских выборов, рядом своих заявлений и действий. Мы все стали свидетелями кризиса в кыргызско-казахских отношениях, где роль нашего президента, ну, скажем так, безусловно, была, да? Сейчас мы обойдемся без оценок, но роль была очень значительной. Это говорит о том, что как бы политологи, какие бы прогнозы относительно его политической судьбы дальнейшей не делали, наш президент, как показали события последнего времени, с этими прогнозами не согласен. Он видит себя в роли активного игрока и после сложения полномочий. И как вы думаете, будет ли он
участвовать вот как раз-таки в выстраивании отношений с парламентом? Сохранит ли он свое влияние? Если да, то с помощью каких инструментов? И самое главное, если такое влияние у него будет, для чего он будет этим влиянием пользоваться? Ну, вы правы про хромую утку. В Кыргызстане, оказывается, хромых уток не бывает. Так что все мировое сообщество, все политологи должны об этом узнать. Вот таинственная киргизская душа, киргизский конформизм. Я думаю, дело в том, что Атамбаев отчаянно дрался за своего преемника, теперь мы можем открыто это говорить, преемник, оказывается, был. Хотя традиционно он, конечно, должен был говорить то, что у меня нет преемника, выборы будут честные, справедливые. Это любой президент, даже Гитлер об этом говорил, что он будет честным, справедливый и так далее. Работа такая. Другая повестка дня может быть. Повестка дня внешняя для потребителя, для избирателя, да? Для народа. А есть внутренняя, тайная повестка дня для власти. Во что бы то ни стало остаться у руля управления государством. Может быть, не сам, но в лице своего преемника. Преемник поставит еще одного преемника, и таким образом продлить свое политическое долголетие можно там на определенное время, там лет на 30. Вот Ататюрк, например, его партия Атам, да? Атамекен, ну, по существу Атамекен, она правила Турцией с 22 по 24 по 36 год. 12 лет практически. А потом ее роль начала сходить на нет. А сейчас эта партия на парламентских выборах получает меньше 1% голосов. Поэтому вечно быть у власти, конечно, невозможно. Тем более в условиях глобализации сейчас все быстро меняется. Поэтому говорить о политическом будущем Атамбаева определенно нельзя. Потому что у каждого президента есть своя повестка дня, есть свое окружение, которое будет бороться за власть. И, как показывает история, обычно вот в Европе, например, президент уходящий спокойно уходит, закрывает двери, партия продолжает борьбу, выдвигая конкурентоспособную личность. Побеждает, побеждает, не побеждает. Последствий для президента нет, потому что президент работает на основании закона. Все, что он делает, опирается на силу закона. Ничего незаконного нет. Его могут, если он будет незаконные действия делать, его могут даже во время президентского срока вытащить, объявить импичмент и даже отправить в тюрьму. Поэтому там система контроля работает очень сильно. У нас в Кыргызстане эта система, оказывается, не работает. Все работают не на закон, не на конституцию, не на народ, а на президента. Президент становится хозяином страны. И даже наши судьбы и жизни зависят от президента, как ни странно. И в этом активно помогает чиновничество, которое президент, скажем, до 1 декабря может издать любой указ и любого чиновника снять с работы. А вернуться во власть будет очень сложно, потраченные там ресурсы, деньги, влияние. Поэтому никто не хочет уходить. И надеется, что в случае, если президент уйдет, то они медленно перетекут в аппарат другого президента, поскольку любому президенту нужен аппарат. Нужны профессиональные работники, которые бы делали дело. Здесь надо, я думаю, перед тем, как проводить какие-то выборы, надо серьезно подумать о политической системе страны, с тем, чтобы мы могли выбрать эффективный парламент, где были бы собраны личности,
Если бы в нашем парламенте было бы хотя бы 1/100 часть Черчилля, то это был бы непобедимый парламент. 1/100 часть, даже 1/1000 часть. Потому что личности в парламенте имеют огромное значение. Личности противостоят тирании и беззаконию. Поэтому парламент можно сделать европейским, там, сделать там машины им купить по БМВ, там, построить новое здание и так далее, так далее. То есть технологии, там, технику. Но если в парламенте нет настоящих политических партий, если в парламенте нет личностей, которые могут бросить вызов тирану, там, королю, президенту, там, неважно, в защиту интересов народа, то такой парламент грош цена. Такие парламенты были в мире, все короли пытались их задавить там, туда-сюда, но, тем не менее, вот серьезная проблема нынешнего киргизского парламентаризма, что там сидят случайные люди, случайные политики, нету лидеров, нету ораторов, которые бы могли повести за собой народ. И вот, скажем, даже вот во времена Акаева, там, Бакиева, там были у нас ораторы, личности, которые президента заставляли выполнять решения парламента и так далее, и так далее. Хотя я не помню ни одного дня, когда парламент победил бы там Акаева или Бакиева. Тем не менее, заставляли третий созыв влиять. так, условно победил, там была такая кратковременная победа, эйфория, которая закончилась очень таким их распуском. Да, да. Успех надо готовить, Да. потому что в торопях третий созыв все сделал в торопях, с нарушением законов, с нарушением регламента. И когда немножко ситуация успокоилась, толпа разошлась, от депутатов нашлось 2 кандидата, которые обратились в Конституционный суд и сказали, что новая Конституция принята с нарушением. За несколько часов, а там же написана процедура, первое чтение, там, второе чтение там через 3 месяца, третье чтение там через 3 месяца, итого надо было 9 месяцев. Точно такая же ситуация, например, будет и в Кыргызстане, потому что там же было написано 2 чтения, между ними разница 6 месяцев. А их Конституцию приняли в 2 чтениях за полдня. А для чего, вот я всегда говорю, для чего делается 2 чтения с такой разницей? Это же не просто там простое там, принятие закона. Вот этот срок, полгода, дается депутатам и политикам для того, чтобы они еще раз подумали, а правильное ли решение они сделали. Не будет ли потом изменений? Если неправильное решение, они прокатывают вариант. Если они убеждены, что правы, через полгода, потом через еще полгода принимают решение, и тогда начинают. А вот этот принцип, он не был соблюден, потому что в парламенте наши политики не понимают смыслов многих парламентских решений, почему там дебаты, почему там критика правительства, почему там, вот, если коротко сказать, парламентская сцена – это трибуна, где представители власти и представители народа, государства, представители государства и представители народа сообща ищут истину. Поэтому парламент организован как круглый стол. Депутаты сидят, правительство сидит, омбудсмен сидит, там президент сидит вокруг. И есть зрители на балконе, которые смотрят, как представители власти ищут истину. И они там видят своих героев, кто их защищает, кто их, наоборот, пытается и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, для того, чтобы создать эффективный парламент, эффективное правительство, эффективный институт президента, нужно прежде всего смонтировать, смоделировать новую политическую систему, где парламент будет доминировать. А доминировать он будет, если там будут личности, если там будут сидеть люди с уголовным прошлым, которого за любое лишнее слово можно будет потащить в прокуратуру и посадить, то такой парламент будет
бесхребетным и безголосым. Ну, в отношении некоторых депутатов мы даже не можем говорить о криминальном прошлом. Складывается такое впечатление, что некоторые они из этого никогда состояния не выходили. Первоначального накопления капитала, когда законодательство не сформировано, нет принципов, нет правил. Многие же сделали свои состояния за нарушение закона. Да. Наша цель. Заинит Карбекович, закон и, мы, когда говорим вообще об эффективности парламента или вообще рассуждаем, да, о его реалиях, должны также очень сильно учитывать вообще фактор партийности, да, потому что мы перешли еще в 2010 году на пропорциональный, да, 2007 механизм. году. В 2007, да, я и говорю, да, начиная с Акджола. Вот прошло 10 лет. Скоро будет, ровно 10 лет. Что вообще с нашими партиями происходит? Нурлан, вот если отмечается ли какой-то прогресс, рост, да, ну может быть, мой вопрос уже подразумевает ответ, да, глядя на сегодняшнюю плачевную ситуацию, потому что мы уже солидарно дали, да, солидарную оценку, что парламент аморфен, он конформистский, он бессильный, отсутствуют лидеры, особенно после последних судебных процессов, которые закончились посадками, ну, в частности, лидера Атамикена. Что можно предпринять? Потому что народ, как всегда, безмолвствует, но он ждет. А никаких очертаний, видимых изменений, улучшения, на мой взгляд, пока нет. Ну, я считаю, что с уходом действующего президента у нас в политической ситуации может многое что измениться. Во-первых, исчезнут какие-то обязательства, да, друг перед другом. Это во-первых. Во-вторых, изменится и, наверное, ситуация в политическом плане. В каком смысле? Вы знаете, что вот эти политические преследования оппозиции, они фактически привели к тому, что сейчас создается такая опасность, что вымывается оппозиционная составляющая в парламенте. И поэтому я считаю, что с уходом президента все-таки будут задействованы какие-то восстанавливающие, что ли, какой-то потенциал парламента. Он может себя показать, пока новый президент не окреп, пока он не превратился в сильную фигуру, начнутся какие-то движения. Если вообще превратится. Да, если вообще начнутся какие-то движения по восстановлению, наверное, какой-то справедливости, правопорядка в стране. Мы все прекрасно знаем, что вот эти упомянутые вами прецеденты по преследованию лидеров оппозиции, они ни в коем мере не ложатся в правовое поле. Это были чисто политические преследования. Сейчас я не буду говорить об основах, но вот эта опасность вымывания парламентской оппозиции, она существует. И поэтому произойдет все-таки какая-то переосмысление своей роли, роли парламента в стране, и, возможно, произойдут какие-то позитивные изменения. Но опять-таки это наши пожелания, наше видение такое, но что на самом деле будет, мы пока не знаем. А роль президента, я думаю, что, еще раз хочу повториться, что президент все-таки фигура новая в этой стране, во всех отношениях новая. Необходимо отметить, что эта фигура ранее очень долго работала в регионах и представляла и какие-то региональные интересы. Он прекрасно знает
о тех чаяниях, тех каких-то необходимых политических изменений в региональной политике. И поэтому, возможно, он больше займется, внимание уделит именно вот этим вопросам развития регионов, развития местного самоуправления и другим вопросам. Поэтому так прямо проецировать нынешнего президента и что новый президент будет его прямым последователем его политики, я не думаю, что это так произойдет. Все-таки будут какие-то изменения в стране. Естественно, на этом фоне и парламент будет также менять конфигурацию, менять какие-то свои направления. Возможно, мы увидим при новом парламенте и восстановление роли парламентской оппозиции. Возможно, я думаю, это необходимо просто выждать определенное время, потому что без парламентской оппозиции все понимают, парламент будет достаточно послушный, парламент будет просто потерять свою природную роль в государственном управлении. Спасибо. Спасибо за интересный разговор. Конечно, мы будем продолжать все вместе следить за событиями, да, связанными как внутри парламента, так и вне его, потому что, к сожалению, как бы мы ни подчеркивали ценность парламентаризма, да, и не пытались бы поддерживать саму идею, даже в привязке к нынешним, очень слабым депутатам, да, которые очень часто вообще забывают, кто они и для чего они там сидят, мы вынуждены все-таки подчеркивать важность парламентского пути развития. Ну и политического пари у нас сегодня не получилось, да, и наши уважаемые эксперты сказали, что правовых оснований для досрочного распуска нет, внутренних механизмов самороспуска мы тоже пока наблюдать не можем, если только не будет команды сверху. Вот. И если это так, если мы окажемся правы, это в лишний раз говорит о необходимости, важности того, что до 2020 года еще очень много времени, очень много может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. И вот как раз-таки для того, чтобы не было изменений в худшую сторону, просто вот крик души, пожелание господам депутатам Джордж Кенеша, ну, как встрепенуться, да, встрепенуться, найти в себе второе дыхание, сделать какой-то такой вот рывок по спортивной терминологии, потому что ситуация, к сожалению, тяжелая. Последнее обострение на кыргызско-казахской границе показало, как мы уязвимы, как мы слабы. И вот чтобы вот эти факторы как раз и не оказывали влияние на политическое развитие, я имею в виду социально-экономические или международные факторы, вот как раз-таки для этого они должны помнить, что как опасно, когда в стране решения принимаются в одном центре, потому что мы все становимся, по сути, заложниками этих решений, бесконтрольных, по сути дела. Ну и что в конце хотелось бы так, да, как модератору подчеркнуть, вот и слов Зайниддина Карпековича, и слов Нурлана Бериковича, вот я просто как бы вспомнил о очень вообще важном законе жизни, это физический закон сохранения энергии. И мне понравилась мысль, которой поделился Нурлан, что если новый президент, значит, где-то будет показывать слабость, неминуемо парламент этим воспользуется, и эту слабость он будет трансформировать в свою силу, да, в свою какую-то твердую позицию. Хотелось бы оказаться свидетелем этого, потому что без внутренней конкуренции никакого развития у нас, конечно, не будет. А для конкуренции нужна смелость, нужна сила духа, да и в конце концов
можно просто воспользоваться теми полномочиями, которые гарантированы Конституцией, да, что депутат – это политик, это представитель народа, а не какая-то бессловесная декорация. Вот это, наверное, вот общее наше пожелание, да, в адрес парламента. Ну и до новых встреч. У нас впереди, как всегда, очень важные и интересные темы. Мы еще встретимся.